Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели. Фразе Константина Циолковского более 100 лет, но актуальности она не теряет. Да, у нас в стране до сих пор нет космонавта родом из Якутии. Однако космос к нашей республике гораздо ближе, чем может показаться. От визитов космонавтов в Якутию, культурной нагрузки в качестве хомуса или маленькой куклы в национальном костюме на борт МКС до собственной разработки спутника, который уже сейчас бороздит просторы галактики. Это был большой проект, который растянулся на 6 лет. Все ребята сами сделали, полезную нагрузку. И сейчас вот этот маленький космический аппарат, он должен подняться на высоту 530 километров от Земли и будет вращаться 14 раз в течение суток на этой орбите 8 лет и будет очень успешным, интересным проектом. Аппарат массой всего 1200 граммов и вмещает в себя научную и учебную аппаратуру, разработанную выпускниками и студентами Малой академии наук. В ее состав входят 12 Arduino совместимых микроконтроллеров, малогабаритный гамма-спектрометр и набор датчиков. С помощью звезды можно реализовывать и радиолюбительскую программу. Со спутника уже передана первая телеметрия, запланированы также регулярные передачи ССТВ-открыток, аудиосообщений и изображений Земли. Сигнал доступен для радиолюбителей по всему миру. С нами летело 52 аппарата, вот в том числе летел наш аппарат в контейнерах таких же. И 27 декабря был выведен на орбиту в составе вот этой вот маршрутки космической. Вот, сейчас аппарат находится на орбите 500 километров, солнечно-синхронная. Период обращения 94 минуты. И в данный момент аппарат проходит летно-конструкторские испытания. То есть пока с него идет только техническая информация. Уже совсем скоро, 27 января, спутник введут в эксплуатацию. И уже тогда, помимо технических характеристик, можно будет получить и научные данные. Он летит по такой траектории. Вот здесь он находится. Ну, это прогноз. И он будет пролетает над Якутском он 3 раза с утра с 9 до 12 и 3 раза вечером. То есть солнечно-синхронная орбита крутится вот так вот, под ним Земля проворачивается, и он как бы попадает в одну и ту же точку 2 раза в сутки. Шестилетний путь был тернист, но, тем не менее, проект «Чолбон» убедил молодежь до звезд рукой подать. Ну а что впереди? Очевидно, что новые горизонты.